Независимая студия документальных видеофильмов «АСТИ» представляет Татьяна Рожина, Сергей Сорокин с авторской программой «Как заработать миллион». На Руси Новый год-то вообще специально не праздновали. 1 января, Васильев день, он был, можно сказать, проходным праздником. А вот конец декабря, начало января – это святочные времена, святки с 25 декабря, с Рождества по 7 января, Крещение Господне – это два праздника. Рассказывает этнограф Михаил Рогачев. А святки – это было, пожалуй, самое веселое время года зимой. Это и святочные гадания, известные всем, особенно под Рождество, ночь под Рождество. Это и посиделки устраиваемые девушкам, там, кстати говоря, женихов выбирали, а юноши знакомились с девушками. Это и катание на больших санях с гор, здесь и в Сысольске были горы, и на селе. Это и колядование, сейчас, наверное, мало кто помнит, что это такое. В общем, в 19 веке это уже мало практиковалось. Это и хождение по домам со славой и с вертепом славления Господа, когда и дети, и взрослые по очереди, правда, ходили по домам, пели специальные песни, а им подавали и специальное печенье ритуальное пекли в форме животных, птиц, и разные сладости. Ну, мужикам, естественно, выпить подносили, не без этого, но в меру, в отличие от сегодняшнего дня. Колядование, хождение со славой, гадание – это крестьянско-мещанский, скажем так, обычаи. А интеллигенция, единственное, в коме города Усть-Сысольск, конечно, справляла Новый год и Рождество по-другому. Тут в городском клубе Усть-Сысольска и елка устанавливалась, и званый вечер был. Приходили интеллигенция городская, буфет работал, танцы, карнавал устраивался своеобразный. То есть это была несколько другая, такая общая, но интересная традиция. Говорят, было очень весело. И вот, кстати говоря, сегодня, наверное, есть смысл вспомнить о том, что существует такая вещь, как индустрия празднеств. Празднества, организации – это очень выгодное дело. У нас сегодня только все зациклены на музыкальных хит-парадах, на конкурсах красоты, а ведь индустрия празднеств гораздо более широкая вещь. Те же новогодние игрушки, организация карнавалов, выпуск специальной атрибутики. У нас это все, по-моему, слабо крайне освоено. Это потому что мы, в общем-то, забыли, что такое нормальные праздники. Знамена красные научились выпускать, а вот с игрушками, да с карнавальными костюмами у нас, по-моему, большие проблемы. Может, кто-нибудь над этим займется и задумается, вот и будет вам еще 1 миллион. Акционерный коммерческий Комибанк – один из крупнейших кредитно-финансовых институтов России. Акции Комибанка – ваша защита от инфляции. Товарищи, социалистическая эволюция, о необходимости которой регулярно твердили большевики, побеждена и разгромлена. Страной вновь правят хозяева-капиталисты. И для революционного пролетариата нет более важной задачи, чем как заработать миллион на проведении новой пролетарской революции. С Новым годом и новой революцией, товарищи! Прежде чем коротко напомнить вам о конкурсных идеях, с которыми в более подробном варианте вы познакомились в программе, вышедшей в эфир 1 декабря, как всегда, вашему вниманию победители конкурса идей «Как заработать миллион» предыдущих месяцев. Студент Коми-педагогического института Антон Семенов. Член-корреспондент Российской академии естественных наук Яков Юдович. Преподаватель Сыктывкарского сельскохозяйственного техникума Елена Лихачева и студентка того же техникума Маша Колесникова. А теперь о претендентах на приз 15 000 рублей, с идеями которых вы имели возможность познакомиться в предыдущей программе. Ян Ладанов, начальник хозяйственного управления Дома печати столицы республики, обратил внимание на то, что входные двери наших квартир везде и всюду устроены так, что открываются вовнутрь. Ворам-домушникам нет нужды пользоваться отмычками и прочими хитростями. Уперся плечом и выноси награбленное. Господин Ладанов убежден, что в наше лихолетие можно быстро заработать миллионы и организовать фирму, которая займется не только перестановкой дверей, но и разработкой и внедрением всевозможных систем охраны жилищ граждан.
Борис Фомичев, инженер-механик из Сыктывкара, как и всякий заядлый рыбак, проживающий на территории бывшего Советского Союза, испытывает проблемы с поиском наживки, особенно в зимнее время. Господин Фомичев уверен, что те предприниматели, которые займутся организацией производства по выращиванию, к примеру, такой популярной в рыбацкой среде наживки, как личинка мухи, не будут иметь никаких проблем со сбытом ни в ближайшем, ни в отдаленном будущем. Женя Александров, воспитанник первого курса лицея при Сыктывкарском университете, предлагает предприимчивым людям использовать подвалы жилых домов и административных зданий в качестве теплиц для выращивания в зимнее время петрушки, салата и грибов-шампиньонов. Затраты на аренду помещений и обустройство теплиц, по расчетам автора идеи, будут столь незначительны, что позволят в самое короткое время получить первую прибыль. Надежда Суворова, повар одной из сыктывкарских столовых, в самое ближайшее время намерена открыть в своей трехкомнатной квартире домашний детский сад. В отличие от обычных детских учреждений, в заведении госпожи Суворовой будет предусмотрено все возможное для того, чтобы дети и их родители имели максимум комфорта и свободы. В таком детском саду можно будет оставить ребенка и до позднего вечера, и на выходные, что позволит вечно занятым родителям-предпринимателям со спокойным сердцем зарабатывать свои миллионы. Игорь Туркин, генеральный директор информационно-коммерческого бюро КОМИ АБ. Из наших конкурсантов я бы, наверное, отдал предпочтение Борису Фомичеву с его идеей производства, так скажем, производства наживки для рыбаков. Во-первых, с моей точки зрения, рыбаки, которые рыбачат действительно по-настоящему, они в основном это мужчины, вернее, почти все это мужчины, и я думаю, что они заплатят достаточно большие деньги за то, чтобы купить эту наживку, которая необходима каждую неделю. Единственный вопрос, который я сам себе задаю, не будет ли против санэпидстанция, потому что для того, чтобы продавать это в каком-то достаточно большом количестве, нужны соответствующие условия, ну и человек должен быть достаточно смелым, потому что производство так называемой наживки, она требует, ну, не самое приятное дело, но, по крайней мере, оно может быть прибыльным. Поэтому, я думаю, я отдам предпочтение этой идее. Ростислав Мельников, вице-президент акционерного коммерческого банка КОМИ Банк. Я должен сказать, что эта передача, она по идеям немножко выглядит хуже, чем, допустим, предыдущие передачи. Но все же я бы отдал предпочтение предложению Фомичева Бориса, который предлагает производить корм для рыбок и производить их продажу. Во-первых, для любителей рыбаков это будет, значит, хороший отдых, хорошее развлечение, ну и какая-то будет польза для семейного хозяйства, ну как, в виде свежей рыбы и так далее. Владимир Липатников, председатель Союза предпринимателей Республики Коми. Я бы отдал предпочтение, и отдаю предпочтение Борису Павловичу Фомичеву. Предложение само по себе интересное, но нужное и людям полезное. Борис Павлович, рад вас приветствовать. Могу сообщить вам приятную новость, что вы стали победителем нашей программы, причем впервые в истории нашей программы единогласно вас признали победитель. Мы вас вручаем вот эти 15 тысяч рублей, самой крупной денежной единицы нашего государства. Спасибо. Хорошая предновогодняя новость. Приятно слышать. Борис Павлович, вот скажите искренне, вот так вот вы рассчитывали, что члены нашего жюри, в принципе, все мужчины, и я знаю, что, так сказать, половина из них рыбаки. Да, совершенно верно. Я на 50% был уверен, что они меня поддержат. А то, что на 100%, такой уверенности у меня не было. Борис Павлович, ну вот мы хотели вчера приехать к вам и вчера вручить наш традиционный приз, но вы были на рыбалке. Кстати, что-нибудь удалось поймать? Да, килограмма 3 поймал. Можем посмотреть? Ну, можно, конечно. Зимняя рыба. Вот окушки, ерши, сорожка. Ну, Борис Павлович, еще раз вас поздравляем. Ну и в новом году, наверное, что хочется вам пожелать? Ну, как там в рыбацком анекдоте? Ну, вот такой. Рыба, да? Вот так, чтобы у вас было. Наш традиционный стоп-кадр победителя. Сыктывкарец Борис Фомичев, обладатель денежного приза за лучшую идею в новогодней программе «Как заработать миллион». Кстати, о денежном призе. Предупреждая очередной скачок инфляции, мы решили в очередной раз увеличить сумму вознаграждения. Победитель конкурса сегодняшней программы, имя которого, как всегда, мы узнаем ровно через месяц, получит в награду уже 20 тысяч рублей. Господа, ваши заявки на участие в конкурсе мы принимаем по нашему телефону в Сыктывкаре 32604. Дорогие товарищи, братья и сестры,
К вам обращаюсь я, друзья мои. Что произошло в нашей стране? В нашей стране произошел возврат от социализма к капитализму. Что нам по этому поводу говорит ленинско-сталинская диалектика? Ленинско-сталинская диалектика говорит нам по этому поводу, что при обратном возврате от капитализма к социализму требуется не заработать, а истребить миллион. Да не покинет вас эта светлая, радостная мысль, дорогие мои братья и сестры, в течение всего Нового года. Информационно-коммерческое бюро КОМИ-АБ – это установление перспективных внешнеэкономических контактов, юридические, аудиторские, консалтинговые и маркетинговые услуги по заявкам правительственных и предпринимательских структур республики. КОМИ-АБ – это создание совместных предприятий с участием компаний и фирм из Дании, США, Голландии, Германии, Люксембурга и других стран. КОМИ-АБ – партнер фармацевтической компании Merck, Sharp и Dow, входящей в десятку самых процветающих компаний мира. КОМИ-АБ – это привлечение иностранных инвестиций в реализацию крупных проектов на территории Республики Коми. Инфляция. Сегодня это слово так же популярно в России, как и самые ходовые слова ненормативной русской лексики. Мы продолжаем наш рассказ об истории обращения бумажных денег в России. Реформа Витте 1897 года в первый и единственный пока раз за все 223 года обращения бумажных денег в нашей стране укрепила российскую валюту настолько, что вплоть до самого начала Первой мировой войны она считалась одной из самых твердых в Европе. Затем разразился крах. 2 революции и 2 войны повергли экономику и финансы России на самое дно пропасти. Деньги обесценивались с ничем не сопоставимой скоростью. Реальность инфляции уступала место сюрреализму гиперинфляции. Деньги выпускали все, кому было только не лень, от отделений Государственного банка до сельских советов. Так выглядели знаменитые керенки. А вот так первые деньги РСФСР. В северных областях России, среди прочих, имели хождение так называемые моржовки, временные денежные знаки Архангельского отделения Госбанка. Деникинские деньги, казначейские билеты, выпущенные командованием вооруженных сил Юга России. 25-рублевку Юденича, собственноручной подписью главнокомандующего Северо-Западной армии. В начале 20-х годов стоимость всех этих разноцветных бумажек приближалась к абсолютному нулю. Сохранилось такое любопытное высказывание Ленина. «Я думаю, что можно русский рубль считать знаменитым хотя бы уже потому, что количество этих рублей превышает теперь квадриллион». Такие вот удивительные даже для нашего нынешнего понимания номиналы на денежных знаках были не редкостью для того времени. Именно тогда, в начале 20-х, и родилось модное ныне словечко «лимон». Окончание гражданской войны, поворот к новой экономической политике и увеличение запасов золота сделали возможной реформы 1922-24 годов. Начался выпуск билетов в новой денежной единице – червонцы. Червонец имел золотое содержание, равнявшееся содержанию золотой дореволюционной монеты в 10 рублей, выпускался в билетах разного достоинства. 1 рубль образца 1924 года в результате 3 следующих друг за другом деноминаций обменивался на 50 миллиардов рублей денежными знаками, выпущенными до 1922 года. В 1936 году была произведена скрытая девальвация рубля. Его стоимость упала в несколько раз и продолжала уменьшаться в годы Великой Отечественной войны. В результате реформы 1947 года старые бумажные деньги были обменены на новые в соотношении 10 к 1, а червонцы заменены новыми банковскими билетами, номинал которых выражался в рублях. Однако инфляционные процессы продолжались, даже в условиях искусственно регулируемой финансово-денежной системы, что и предопределило последнюю в современной истории нашей страны реформу 1961 года. Впрочем, уже скоро нам предстоит испытать все прелести новой денежной реформы. Современный уровень инфляции свидетельствует об этом с исчерпывающей очевидностью. Дорогие товарищи, позвольте прежде всего от своего имени и от себя лично сердечно поблагодарить за предоставленную возможность напрямую обратиться к народу с новогодним обращением. Уверен, что в эту ночь многие из вас с чувством глубокого удовлетворения вспомнят генерального секретаря ЦК КПСС
председателя Президиума Верховного Совета СССР, выдающегося ленинца, пламенного патриота и борца за мир. Перед человечеством всегда стояла трудная, но благородная проблема. Как заработать 1 миллион орденов. Надеюсь, что и в наступающем году эта проблема не потеряет своей актуальности. С Новым годом, дорогие товарищи! Независимая студия документальных видеофильмов «Оси» создает рекламные ролики и размещает их в авторской программе «Как заработать миллион», а также в самых популярных передачах российского телевидения. Контактный телефон в Сыктывкаре 3 26 04. Александр Корсун, начальник технического отдела Сыктывкарской фабрики нетканых материалов. На предприятиях и в учреждениях в быту широко используют люминесцентные лампы накаливания. Дело в том, что каждая лампа содержит в себе ртуть. Когда лампа перегорает, то обычно ее вместе с обычными лампами накаливания выбрасывают в мусор, вывозят на природу или еще куда-нибудь. Но из-за того, что находится в ней ртуть, это является очень вредным фактором для природы, для здоровья человека. Ртуть, содержащаяся в одной лампе, загрязняет территорию километр на километр и высоту воздушного слоя до 3 метров. Вот поэтому так опасно выбрасывать люминесцентные лампы в лесу. Таким образом будет заражаться очень большая территория. В первую очередь пары ртути будут воздействовать на систему кровообразования. То есть это последствия будет очень тяжелые, типа лейкемии, ну как в быту называют рак и прочие вещи. Только по Сыктывкару выбрасывается каждый год десятки тысяч таких ламп на природу. В настоящее время, когда ужесточились все требования по охране окружающей среды, по закону лампы люминесцентные можно только утилизировать на специальных предприятиях. Ни в Коми Республике, ни в Сыктывкаре такого предприятия у нас нет. Предприятие работает подобное только в Кировской области, в городе Кирово-Чепецк. Утилизация одной лампы стоит 45 рублей без НДС. Таким образом, предложение сводится к следующему, чтобы как заработать миллион. Это нужно открыть предприятие в городе Сыктывкаре. Не все лампы люминесцентные, ртутные, которые есть, ртутные приборы, и которые требуют утилизации, перерабатывать на этом предприятии. Таким образом будет защищена окружающая природа, здоровье людей и, естественно, получена определенная прибыль. Вот в чем суть моего предложения. Николай Бунов, автокрановщик совхоза Сыктывкарский, село Шошка, Сыктывдинского района. Суть идеи – это в деревенской местности, недалеко от города, построить вот такой добротный дом с баней, баню русской сделать хорошей. И вот это, как-то привлекать туристов, как-то отдых здесь делать, красивый нормальный отдых. Вот там есть в городе турбаза, это за вокзалом. А паровоз прошел, там все чернота, темнота. Но здесь чистота везде кругом. И воздух чистый, и лес, и природа. Можно заняться отдыхом на лыжах зимой. Летом рыбалка, лодка, там удочки, спиннинг. Это должен все хозяин иметь. Потом осенью грибы, охота, ягоды. Тайга кругом, все есть у нас. Потом продукция, я так хотел бы это, не возить самому в город ее, а здесь. Приехали городские туристы, взяли бы картошки, там мясо, что надо, молока, и все. И у меня сбыт как был бы нормальный, я бы никуда не ездил, и все, и быт нормальный был бы. И я думаю, потянутся люди на деревню отдыхать. Это ваш дом, да? Да, это дом мой, я строю, ну... А сколько вот человек можно в такой дом, скажем, поселить? Сколько приехать может туристов? Человек 10 можно. Ну, и человек 10 можно. И человек 10 и создать им, так сказать, все удобства, и создать им полный отдых, да? Полный отдых. И накормить, и напоить, и помыть в баню. Все. Здесь можно. Вы подсчитывали, сколько вот туристам обойдется день такого отдыха? Ну, я не знаю, гостиница уже без удобства, там без еды, без всего, уже где-то 300-500 рублей в сутки стоит. Вроде так я слышал. Ну, а это, конечно, подороже будет. За сколько времени, вы думаете, можно заработать миллион?
Ну, это года два, наверное. Цены большие, и миллион сейчас не деньги. Ну, года два понадобится, конечно. Юрий Тоскаев, главбух одной из предпринимательских структур Сыктывкара. Все говорят, что нужно зарабатывать миллионы. Зачем зарабатывать миллионы, если мы сами являемся, по идее, миллионерами? Лозунг, что земля и государство принадлежит народу, выдвинутый все время большевиками, нужно притворять в жизнь. Вот является Верховный Совет Республики Коми, естественно. У него есть очень много проживающего населения. Этот Верховный Совет выдает проживающему населению его долю, поделенную на все, на равные части. Это частные лица. Все эти, короче, частные лица. В чем заключается доля? Доля из стоимости земли, в которую входит первое, стоимость, не земли, то есть стоимость земли, оценена по земельным кадастрам в ценах, в мировых ценах. Второе, стоимость основных производственных фондов. И третье, стоимость экологии. Ну, грубо говоря, природы, которая нас окружает. На основании этого подсчитывается общая стоимость, общая сумма стоимости Коми Республики. Общая сумма делится на количество проживающих. Выводится условно единица, скажем, там один, ну, грубо говоря, одна Коми единица. И там акциями, облигациями выдаются, так сказать, каждому конкретному человеку. Если Верховный Совет выступает полным товарищем, как распорядитель собственности данной республики, в принципе, это даже можно взять в масштабах России, но это, конечно, никому не нужно, то он мог бы распределить данную собственность среди всех своих граждан в пределах там 0,1 тысячной, там 1 миллиона, что угодно, какой угодно собственности. И на основании привлечения условных капиталов акционеров, ну, распоряжаться данной собственностью. Мне кажется, что если бы такая вот система была принята, каждый из нас бы стал бы собственником миллионов долларов. Михаил Сухогузов, водитель Эжинского пассажирского АТП города Сыктывкара. Ну, суть моей идеи в том, что, например, продает пассажирское автотранспортное предприятие проездные билеты. И сейчас неохотно берут эти проездные билеты, потому что знаю, что месяц проходит и их приходится все равно выкидывать. Ну а суть моя заключается в том, что этот проездной билет не только сделать надежно, удобно, но и выигрышно. Например, сделать тот же билет лотерейным билетом. Пусть он будет на рубль-два дороже, это для призового фонда, но сделать все-таки выигрышным. Ну и, конечно, сиюминутную прибыль от этого пассажирское предприятие не получит, но все-таки люди и пассажиры будут с охотой брать, надеясь на то, что они все-таки могут что-нибудь выиграть. И, естественно, тираж газеты, где он будет опубликоваться, таблица выигрыша, естественно, будет раскупаться буквально на глазах. Я так думаю. 1 февраля в очередной программе «Как заработать миллион» наше представительное жюри назовет обладателя денежного приза в 20 тысяч рублей. Тогда же мы узнаем имена новых претендентов на победу в очередном этапе конкурса. Дамы и господа, любой из вас может стать участником нашего телевизионного конкурса. Для этого достаточно написать нам по адресу 167-201 Сыктывкар, абонентский ящик 1130, или позвонить по телефону в Сыктывкаре 32604. Друзья, прекрасен наш союз.
Союз предпринимателей Республики Коми. Сограждане, наступает очень ответственный и знаменательный год. Знаете, часто ко мне подходят, так сказать, и в письмах, обращениях спрашивают: Михаил Сергеевич, как нам заработать миллион? Знаете, я должен сказать вот что. Заработать миллион в нашей стране практически невозможно. Но я думаю, что в будущем году мы должны продолжить курс на то, чтобы сформировать вот этот круг друзей, знаете, за рубежом. И я думаю, нам удастся взять с каждого по миллиону, это будет колоссальная сумма. Вот над этой очень главной и актуальной задачей нам, я думаю, надо поработать в течение всего года. И я не сомневаюсь в успехе. С новым, так сказать, годом. Грабеж средь бела дня. Какие ассоциации у вас, господа, вызывают эти слова? Давайте на секундочку закроем глаза и вместе представим. Но сегодня можно обойтись и без этого устаревшего хлама. Действительно, это уже не проблема в нашем государстве за последние годы, как во всех структурах, может быть, власти, экономики, других систем произошли какие-то изменения. То же самое произошло и в кредитно-финансовой системе, которая сейчас наиболее подвержена преступным посягательствам. На сегодняшний день по республике Коми не возвращено кредитов из суд на 2 миллиарда 200 миллионов рублей. Услышав эти слова заместителя начальника отдела по борьбе с экономической преступностью МВД Республики Коми Валерия Борисовского, не хочется ли вам, господа, опять на секундочку закрыть глаза? Ведь это и есть самый настоящий грабеж средь бела дня. Речь идет, как вы поняли, о головокружительных суммах, взятых в кредит и не возвращенных до сих пор, хотя все сроки отдавать долги давным-давно истекли. Вот и приходится следственным органам республики заниматься забывчивыми должниками. Как пример можно привести последний материал, которым занимается наша служба, в частности, городские наши товарищи. Это коммерческий сберегательный банк. В этом банке малое предприятие «Спецремстрой» получило кредит 50 миллионов рублей. Закупила на эти деньги товары народного потребления, фотоаппараты, кроссовки, так сказать, как обычно перечень товаров закупили. Потом, не имея никакой производственной базы, реализовать товары не смогли сами. Перепоручили эти товары малому предприятию «Юлия». Малое предприятие «Юлия», значит, товары подержали, часть реализовали, часть не реализовали. То, что реализовали по более низкой цене, то есть в ущерб себе. И таким образом понесли убытки. Гарантом получения этого кредита выступил страховой Северный Союз, у которого уставной фонд всего лишь 3 миллиона рублей. Они подписали гарантийное письмо на всю сумму кредита на 50 миллионов рублей. Заведомо зная, что в случае с непогашения кредита эта страховая гарантия тоже не может выступить гарантом погашения этого кредита. Вот такая вот ситуация сложилась. Сейчас в настоящее время возбуждено уголовное дело и проводится расследование. А теперь представьте себе на секундочку, что вы, господа, идете в банк получать кредит, ну, скажем, даже на 1 миллион, а не на 50, как в данном случае. Уверяю вас, что это не так просто. Кроме всего прочего, вам нужен гарант, то есть некая фирма, которая в случае вашего, предположим, банкротства смогла бы вернуть ваши долги. В связи с вышесказанным такая любопытная деталь, касаемая героев нашего сюжета. Малое предприятие «Спецремстрой» и товарищество с ограниченной ответственностью «Юлия» учреждают акционерное общество «Северный страховой союз», который, в свою очередь, и выступает гарантом кредита своих же учредителей на сумму 50 миллионов рублей, имея при этом в своем уставном фонде всего лишь 3 миллиона. Образно говоря, это то же самое, если бы нищий сынок выступил гарантом своего не менее нищего отца на кругленькую сумму со многими нулями. Теперь самое главное. В уставных документах вы пишете,
что не несете никакой ответственности личным имуществом по долгам созданного вами предприятия. Вот и получается, как в данном случае, предприятие разоряется, миллион испаряется, а ваше личное имущество остается при вас. Эти вопросы очень важны, имущественной ответственности. Потому что с таким уставом, с таким предприятием, лично если был бы я банкир, я бы ему кредит никакой бы не дал. Другое дело, если бы в нашей бедной России имелся в наличии закон о банкротстве. Но уважаемым депутатам просто не досуг принять этот важный закон. Пока что в нашем российском парламенте идет выяснение отношений в самых разнообразных формах. И все же. В Уголовном кодексе достаточно еще, так сказать, норм права заложены, которые предусматривают ответственность за подобные действия. Есть статья о хищении государственного имущества путем мошенничества, есть статья о нанесении ущерба предприятию без признаков хищения и ряд других статей Уголовного кодекса, которые практически можно применить к данным ситуациям. У кого-то, возможно, остался вопрос. Кого грабят-то средь бела дня? Да нас же с вами. Ах, если бы эти миллиарды, да в надежные руки. Давайте закроем глаза и помечтаем. Уважаемые россияне, мы, президент Российской Федерации. Ну, извините, Борис Николаевич, давайте все же соблюдать регламент. Но ваше время истекло, я не знаю, вечно рвутся, знаете, к трибуне, бегут как тараканы, наползут как черви. Так, ну, уважаемые россияне, я думаю, что могу, с вашего, разумеется, разрешения, объявить 1992 год закрытым. С Новым годом! Спонсоры программы: Союз предпринимателей Республики Коми, акционерное общество «Илыч», информационно-коммерческое бюро Коми АБ, акционерный коммерческий банк Коми Банк. И напоминаем, вы смотрели программу независимой студии документальных видеофильмов «Асти. Как заработать миллион». Авторы программы Сергей Сорокин и Татьяна Рожина, звукорежиссер Нина Елькина, операторы Николай Богданов и Лев Смирнов, художник Владимир Рожин, видеоинженер Альберт Вьялков. Поздравления советскому народу Валерий Черницкий. Студия «Асти» благодарит за помощь в создании программы Ольгу Поздину, Владимира Конакова, Анатолия Пономарева, Ивана Федорашко, Евгения Гордеева, а также сотрудников Национальной библиотеки Республики Коми.